Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чему совсем скоро вы очень сильно обрадуетесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою радость и загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, как интересно. Смотрите. Кто-то выйдет на связь, кто-то прям на вас нацелен. Человек выйдет на связь, даст о себе знать, сообщение, оповещение, звоночек. Этому человеку вы будете рады. А еще вы будете очень рады тому интересу, который есть у этого человека. Может быть, какой-то знакомый, может быть, какие-то родственники, может быть, какие-то друзья, приятели, кого вы давно не видели. Но прям обрадуетесь, очень обрадуетесь. Улыбаться будете, глаза у вас загорятся. Хороший знак. Дальше какая-то рыбалка. Рыбалка, причем рыбалка не удочкой, а сетями. Что-то в ваши сети попадется. Может быть, какой-то хороший заказ, какой-то крутой клиент, предложение такое, знаете, денежное, что-то прям попадется. В загаданный срок однозначно в вашей сети попадется что-то стоящее, отдельное, такое, знаете, конкретное. Будете радоваться, будете довольны, ну просто как слон. Дальше. Здесь человек склонился над вами в какой-то заботе. Забота, помощь, поддержка. Вы не одни, вы не одна и не один. Да? Здесь есть человек, который о вас думает, который за вас переживает, который готов помочь. Знаете, как мамочка, либо папочка, да, и так может отыграться. Либо друг, который вот прям говорит так, все по боку, мне главное, чтобы с тобой все было хорошо. Прям почувствуйте себя ребенком, за которого переживают, о котором заботятся. Хороший очень человек, добрый человек и любит вас искренне, от сердца любит. Здесь какой-то человек вас куда-то зовет, приглашает. У человека мысль вас с кем-то то ли познакомить, то ли кому-то вас представить. Знаете, что-то прям важное и влияющее на жизнь. Либо очень удачное знакомство, либо это какой-то полезный человек, да, полезные связи. Вот ждите приглашения, сразу же идите. Поверьте, вы очень этому обрадуетесь. Вас там будет ждать действительно уникальный, хороший и полезный человек. Полезный во всех смыслах слова. Полезный человек. Приглашение, через приглашение идет. Так, левая сторона. С левой стороны здесь кому-то очень и очень не повезет. Но не вам. А кому-то из ваших неприятелей, либо врагов. И так может отыграться. Прям не повезет, фатально не повезет. Такое стечение обстоятельств, которое человека просто подкашивает. Прям свалится, с ног свалится. Может быть, какой-то случай нехороший, может быть, болезнь, может быть, какая-то напасть, да, напасть идет на вашего врага, недоброжелателя. Вы вообще не причастны. Абсолютно, вы ничего не делаете. Вы об этом узнаете даже не сразу, а через какое-то время. Ну, конечно, вас это порадует. Порадует, что этот человек вам ничего не сделает плохого, что у человека теперь нет ни возможности, ни, как говорится, способов, средств, чтобы вам навредить. Здесь ваш недоброжелатель начнет заниматься вопросом своего, давайте так скажем, выживания, да, выживания, потому что здесь как напасть идет, неприятность большая вашему врагу идет. С чем-то прям столкнется с таким нехорошим. Так, еще. Тот, кто вас обидел, человек, который вас обидел, очень сильно об этом сожалеет, очень-очень сильно, как слезы льет.
страдает от этого, душой мучается, сердце болит. Вы об этом узнаете. К сожалению, не от этого человека конкретно, а от кого-то вот посерединке, да, может быть, и ваш знакомый, и его знакомый. Прям вам про это расскажет, что вот знаешь, он страдает, он мучается, он там болеет на этой почве. А вы скажете, так и надо, так и надо. Надо было вести себя как человек, не надо было обижать, не надо было вот создавать такие ситуации. Здесь как торжество справедливости идет, да, торжество справедливости. И все-таки, знаете, вас что порадует больше всего? Что у человека наконец-таки проснулась совесть, что не бессовестный, да, что все-таки есть что-то еще человеческое, что ему не дает сейчас покоя, потому что действительно очень сильно обидел вас человек, обидел, прям сильно обидел. Так, идем дальше. Здесь мужчина женщину на руках носит. Он ее носит на руках, по-другому не скажешь. Ну, кого-то в прямом смысле слова отыграет, что мужчина будет вас на руках носить, а вы будете просто радоваться и балдеть от этого. А у других отыграются такие поступки, которые вас окрыляют. Поступки со стороны мужчины, именно мужские поступки. Это не обязательно про любовь, хотя у кого-то прямо в любви отыграется. Может быть, действительно сильный мужчина помогает женщине, которая нуждается в этой помощи, либо в сложных ситуациях, да, находится, помощь идет, помощь, мужчина на руках, вынесет вас из какой-то неприятности, да, поможет вам добиться желаемого, как на руках на своих несет. Хороший знак, радостный знак. Дальше человек на букву М. Человек на букву М с очень хорошими, добрыми речами, предложениями войдет в вашу жизнь. Это может быть как и мужчина, так и женщина. Скажет вам такое, что потешит ваше ухо, и то, что вам нужно, может быть, либо то, что вы хотели услышать. Может быть, предложение по работе, может быть, еще какое предложение. Ну, прям очень будет приятно. И человек сам по себе очень-очень такой хороший, открытый, глаза добрые у этого человека. Вот глаза посмотрите и поверите. Поверите, что правду говорит, что не обманет. Дальше. Здесь мост. Мост, который вы очень долго наводили. Может быть, вы хотели с кем-то поговорить о чем-то, либо с кем-то о чем-то договориться, а вот не получалось. Не получалось, не было возможности, либо ну, как-то не складывалось. Да? Все бывает в жизни. Мост. Сначала вы были очень заинтересованы в этом мосте, а теперь и тот другой человек тоже вами начинает интересоваться. Смотрите, вы со своей стороны мост наводите, тот человек со своей. Вы сойдетесь, вы договоритесь. Здесь будет какое-то взаимовыгодное соглашение заключено, да, либо разговор такой взаимовыгодный произойдет. Дальше. Радость придет от близких людей, от кого-то из родственников. Радость. Здесь как радость за другого человека. Что-то ваш родственник получит, добьется, реализуется, и вы будете очень этому рады. Вот радость как за саму себя, но за другого человека. Так, еще кто-то нож опускает. Нож, который был направлен в вашу сторону, человек его опускает. Как примирение, скорее всего, либо конец какой-то обиде. Кто-то вот на вас обижался, кто-то не мог с вами договориться, может быть, да, обида, невозможность поговорить, человек закрылся, не знаю, спрятался, убежал, как на ножах с кем-то вы были. Человек опускает этот нож, опускает. Знаете, как успокаивается, да, обида проходит, либо человек начинает трезво понимать, что ничего прям криминального не произошло. Что это я тут разошлась, либо разошелся? Что это я тут себе придумала? Нож будет опущен между вами. На улучшение пойдет, на потепление отношений. Мужчина на букву А, либо имя, либо фамилия. Какой-то очень-очень добрый поступок совершит в вашу сторону. Даже если вы не просили и в этом не нуждались. Прям доброе действие, добрый поступок. Хороший поступок. Давно для вас никто ничего такого не делал. Поступок, который вам в чем-то поможет, либо в чем-то какое-то облегчение принесет. Как поддержка даже какая-то для вас идет. Человек на букву А. И имя, либо фамилия. Дальше.
вас куда-то позовут. Позовут, вызовут. Да? Позовут-вызовут. Очень похоже на какие-то официальные разговоры, переговоры, либо официальное какое-то место, как казенный дом. Туда пойдете, что там переживать будете, бояться, переживать, придете, поймете, что ой, а что это я? Переживать-то не за что. Что-то хорошее вам там скажут, сделают, либо что-то будут хорошее предлагать. Вот казенный дом. Здесь радость от какого-то подарка. Подарок, который вам с запозданием придет, либо с запозданием будет подарен. Подарок. Подарок, не могу сказать ценность, но то, что он будет приятный, и, возможно, это то, чего вы хотели, о чем мечтали. Прям порадуетесь. Дальше между мужчиной и женщиной рухнет какая-то стена. Стена, которая не позволяла людям, не знаю, общаться, договариваться, либо быть вместе. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Эта стена росла на теле какой-то женщины. То есть из-за какой-то женщины между вами была стена. Она рушится. Она рушится, а женщина отворачивается. И теперь между мужчиной и женщиной ничего вот мешающего, не позволяющего нет. Путь открыт к друг другу. Дальше выходит цифра 10. Либо это 10 число, либо через 10 дней. Ждите каких-то серьезных изменений, которые на вас очень положительно повлияют. Изменения на работе, изменения, может быть, каких-то законов, правил, распоряжений. Что-то такое прям происходит, что на вас положительно влияет, что даст вам надежду и даст еще какой-то инструмент в руки. Инструмент либо для борьбы, либо для защиты, либо для достижения желаемого. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но именно вот 10, либо 10 число, либо через 10 дней. Очень хороший знак. Знак, который обещает вам прорыв. Такой, знаете, мощный, конкретный прорыв. Возможно, этот прорыв вы очень долго ждали, просили и ждали у судьбы. Вот, пожалуйста, через 10, через 10 дней, либо 10 числа. Хороший знак. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.